Где ваша шпага, сэр? Мы не на съемках исторического фильма, а на соревнованиях по фехтованию. На протяжении 2 дней спортсмены с помощью холодного оружия устроят настоящую жару. В Уфимском центре спортивной подготовки проходит турнир памяти мастера спорта СССР Виталия Тимофеева по фехтованию. В нем принимают участие ребята от 10 до 15 лет. В этом году на чемпионат приехало более 90 мальчиков и девочек из 9 регионов. На соревнованиях будет только 6 победителей в личном зачете и 3 в командном. Сколько ты тренировался, чтобы попасть на эти соревнования? Тренировался больше 2 лет, и это очень важное для меня соревнование, так как это первый турнир в Башкортостане. Как они влияют на твою дальнейшую судьбу? Получение разряда, вот, к примеру, сейчас у меня 2-й юношеский, если я займу хорошее место, то у меня будет 1-й. В первый день чемпионата проходит личный зачет, а во второй – командный. Главное правило игры – нанести укол сопернику. Уколы и удары фиксируются электронной системой, которая зажигает лампу нужного цвета. Провода проходят через всю экипировку и оружие фехтовальщика. Судья не может засчитать укол, если он был нанесен не по правилам. Почему твой соперник проиграл? Я предполагаю, потому что многие не настраивались перед боями, а также многие просто летали и не подготавливали свои атаки. Как ты настраиваешься перед боем? Каждый настраивается на самом деле по-своему. Некоторые слушают музыку, но я просто сидел и настраивался перед боем. Это как бы я не разговаривал, просто сидел сам и думал. Оказывается, фехтование оружия делится на 3 вида – рапира, шпага и сабля. В этом случае ученики соревновались на шпагах. Правила соревнований на шпагах отличаются от рапир только тем, что уколы можно носить куда угодно, но только не в затылок. Как вы поняли, чтобы нанести укол, нужно взять нужную дистанцию, выбрать нужное время и учесть еще массу моментов. Диана Головашева, Рамазан Мусин, специально для «Горы новостей».